председатель, уважаемые коллеги, у нас остается мало времени, поэтому мне придется свой доклад несколько сократить. Но вот здесь выступал Владислав Львович, мы вместе учились, и как историки мы можем сказать, что когда мы учились, нам наши преподаватели говорили, чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло не менее 50 лет. Поэтому вот мой доклад касается вопросов формирования законодательной базы библиотечного дела в Республике Башкортостан в 90-х, в начале 2000-х годов. Но прошло, правда, гораздо меньше, чем 50 лет, но уже мы имеем возможность что-то сравнить и подвести какие-то итоги. Но сейчас принято ругать 90-е годы, это вы знаете в курсе. Но если вот объективно посмотреть на эти годы, на те события, которые происходили в 90-х годах, я считаю, что вот в библиотечном деле было все-таки очень много сделано хорошего. Конечно, говоря о том, что было хорошо, трудно говорить о том, что тогда было все гладко, все хорошо, но было сделано много хорошего. 90-е годы оказались для библиотек периодом тяжелых испытаний, и Михаил Сергеевич Горбачев, который одним из основных принципов демократизации общества провозгласил принцип гласности, но этот принцип оказался не обеспеченной нормативно-правовой базой. И вот именно принцип гласности стал той стихийной силой, лавиной, которая, способствуя коренной ломке политической правовой системы советского государства, фактически разрушила сложившиеся за годы советской власти коммуникативные связи. Возрождение новой парадигмы развития общества в связи с провозглашением суверенитета Российской Федерации и расширением полномочий субъектов Российской Федерации поставило перед обществом новые задачи. И эти задачи, я считаю, что наиболее оптимально были решены именно в сфере библиотечного дела. Почему? Вот я объясняю. В то время, когда все оказались в некоторой растерянности от перестроечного времени, библиотечное сообщество, вот эти скромные трудяги, библиотекари, которые здесь сидят и по всей стране, вот казалось бы, вот тихо, спокойно работают, они оказались наиболее организованной силой. И пока другие ждали, что кто-то для них разработает какие-то законы, примет эти законы, потом их будет реализовать, вот библиотечное сообщество взяло на себя функцию разработки основных законодательных актов. Вот это, вот когда я писала доклад, я просто сидела, восхищалась и даже радовалась за библиотечное сообщество. И в разработке нормативно-правовой базы в сфере информационной политики библиотечного дела вот активное участие принимала библиотечная общественность, которая была возглавлена в то время Российской библиотечной ассоциацией, которая утверждена была в 1994 году только. Но вы прекрасно помните, что первым президентом РБА был Зайцев Владимир Николаевич. Он возглавил секцию по разработке библиотечной политики и по законодательству РБА. И как раз вот эта секция РБА была задействована в разработке основных законов, касающихся деятельности и развития библиотек России. И в самом начале своей деятельности, вот я уже упомянула 1994 год, и в самом начале своей деятельности РБА выступила с инициативой, направила президенту Российской Федерации письмо с просьбой поддержать выход федеральных законов о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов. И 29 декабря уже 1994 года оба закона были подписаны президентом Российской Федерации. После принятия этих законов, конечно, это послужило огромным толчком для активизации деятельности библиотек субъектов Российской Федерации. Такая же инициатива развернулась на местах. И уже 25
июля 1995 года приказом министра культуры Российской Федерации была создана рабочая группа по оказанию практической, справочной, консультационной помощи библиотекам России в разработке регионального законодательства и реализации федеральных законов и других нормативных актов, затрагивающих интересы библиотечной отрасли. Но, естественно, у нас в Башкортостане, вот, если вы помните этот период в 90-х годах, у нас очень хорошие юристы были. Вот одного Мусинова, если возьмем, именем которого названа одна из улиц города Уфы, вот, все отмечают его очень высокий уровень вот, работы, законодательной деятельности. И у нас в республике, кстати говоря, многие законы даже опережали некоторые законы других субъектов. По законодательной инициативе Башкортостан опережал другие субъекты Российской Федерации. 6 марта 1996 года Законодательной палатой Государственного собрания Республики Башкортостан был принят закон о библиотечном деле, и который уже вот, в апреле был одобрен Палатой представителей, а в мае 1996 года подписан президентом Республики Башкортостан. Но здесь закон этот библиотекари, кстати говоря, очень хорошо знают законы, касающиеся библиотечного дела, поэтому я не буду тут рассказывать содержание закона. Но меня вот, тоже восхитило то, что в этом законе были предусмотрены некоторые негативные вот, тенденции, которые сложились в 90-х годах. И вот статья 28 этого закона запрещала приватизацию государственных муниципальных библиотек, включая помещения и здания, в которых они расположены. Кроме того, по закону Республики Башкортостан библиотекарям были установлены незначительные, правда, но все-таки надбавки к заработной плате за выслугу лет. И таким образом вот этот библиотечный закон создавал условия для сохранения и развития библиотечного дела в Республике Башкортостан. Но здесь я, конечно, хочу отметить роль Национальной библиотеки Республики Башкортостан, потому что Национальная библиотека Республики Башкортостан, как член библиотечной ассоциации, тоже очень активно работала вот над тоже этими законами, выступала с законодательной инициативой. И тут, правда, вот, с точки зрения обеспечения литературой, несколько наша республика отставала, и поэтому в 1994 году, чтобы сохранить книжный фонд, было принято постановление Кабинета министров о порядке распределения литературы, выпускаемой по государственному заказу. Конечно же, это постановление пока имело временный характер, хотя в России уже существовал закон о фондах, о библиотечных фондах. Но, тем не менее, вот благодаря этому постановлению удалось временно решить проблему с комплектованием фондов всех общедоступных библиотек. И благодаря этому все-таки мы не утратили традиции комплектования вот, библиотечной системы Республики Башкортостан. Но в 1996 году уже закон был принят об обязательном экземпляре документов. И с принятием этого закона комплектование библиотечных фондов было поставлено на законодательную основу. То есть этот процесс стал иметь государственное значение. Здесь, конечно, следует отметить, что кроме вот, государственного обеспечения библиотечных фондов, благодаря, конечно, и Министерству культуры, и той политике, которая проводилась у нас в республике, были другие источники комплектования библиотек. Вы все прекрасно помните, что вот некоммерческие организации, такие как Пушкинская библиотека, она помогала комплектовать, кстати, прекрасные книги, вот я до сих пор вижу, какие все-таки хорошие книги поступали через Пушкинскую библиотеку. Далее, вот Национальная библиотека Республики Башкортостан имела тесные связи с фондом Солженицына, откуда мы получили на 500 000 только книг, причем разного содержания, и те, которые раньше были недоступны для читателей. И вот все это способствовало сохранению не только библиотечной системы, но и комплектованию фондов. Но здесь я опять вынуждена, конечно, несколько сократить, чтобы дать возможность выступить и другим докладчикам.
Но здесь я хотела бы вот отметить огромную роль Министерства культуры и национальной политики, когда министерство так называлось, Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан. Настолько тесно работала национальная библиотека с Министерством культуры, что вот, в тех программах, которые принимались, например, в программах развития культуры и искусства Республики Башкортостан, комплексная программа развития библиотечного дела в Республике Башкортостан, вот эти программы тоже главное внимание обращалось на сохранение и развитие библиотечной системы Республики Башкортостан. Кроме того, вот вы знаете, что в те годы у нас вот очень тесное, то есть очень большое внимание обращалось на формирование информационной системы библиотечного дела. И в этом, вот, если вот так проанализировать, то 90-е годы оказались не такими уж плохими для библиотек, если объективно подходить. Конечно, всегда трудно жить в переходное время, но тем не менее библиотечное сообщество нашей республики всегда с оптимизмом относилось ко всем преобразованиям, и я думаю, что вот библиотечная система, она будет и дальше и развиваться, и процветать. Спасибо за внимание.